Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия выступила с обращением к родителям в связи с высоким уровнем угрозы вовлечения детей в опасные для жизни и здоровья онлайн-игры. Действительно, дети, да и все мы взрослые, много времени вообще тратим на гаджеты. Но в чем опасность этого явления именно для детей? Когда с этим надо бороться и как, об этом будем подробно говорить в студии с юристом аппарата уполномоченного по правам ребенка Екатериной Ляховецкой. Екатерина, приветствую. Здравствуйте. И с нами на связи по телефону психолог Алиса Хурава. Алиса, здравствуйте, как вы нас слышите? Добрый вечер, Нала, я вас слушаю, прекрасно слышу. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень надеемся услышать вообще, я знаю, что много лет вы с детьми работаете, у вас большой опыт, Алиса, работы с детьми. Вот на практике, как это все выглядит? Я знаю, что вы конкретно отдельно и с детьми работаете, вне детского сада. Вот об этом подробно будем говорить. А Екатерина со своей стороны тоже расскажет об опыте аппарата. Давайте начнем, наверное, с того, вот аппарат уполномоченного, как часто сталкивается с обращениями со стороны именно родителей или, может быть, учителей или воспитателей? Спасибо за предоставленное слово. Изначально активность данных опасных онлайн-ресурсов была нами зафиксирована в 2022 году. К сожалению, у нас есть действительная жертва синего кита, и мы не могли просто оставаться безучастными. И мной по поручению уполномоченного по правам ребенка был разработан материал, а именно памятка для родителей и педагогов, как уберечь ребенка от опасных онлайн-игр, а также классные часы с охватом 5-11 классы, то есть для всех учащихся без исключения. В 2022 году нами совместно с Минпросом Республики Абхазия была проведена активная, масштабная, можно сказать, такая акция, связанная с распространением данных материалов не только школьному руководству, но и родителям в том числе. Нами были проведены встречи с родителями, в которых Мактина Атарьевна и я объясняли родителям, как вести себя в случае, если ребенок находится в ситуации кризиса, в предсуицидальном состоянии и так далее. Что касаемо конкретных обращений, скажу следующее, что в 2022-2023 году мы очень активно разъезжали по школам Республики Абхазия с чтением данных классных часов, и буквально в ходе беседы с школьниками в ходе ответа вопроса мы получали большое количество информации о том, что тот или иной ученик рассказывал о друге или о близком человеке, который был вовлечен в опасные онлайн-ресурсы. Естественно, мы собирали всю информацию, сведения и подключали соответствующие структуры для того, чтобы не случилось неминуемое и сохранить жизнь ребенка. Вот дальше, когда вы стали углубляться, выяснять, действительно ли есть такие, где не придумывают ли, да, школьники, подтверждалась эта информация? Подтверждалось. Даже были фактически какие-то ситуации. Вот, например, в школе в 22 году была очень актуальная игра, называлась она «Собачий кайф». То есть надо было просто дети друг друга душили. То есть это тоже своего рода опасная игра. Что касаемо фактического, то буквально сейчас, в 2024 году, мы столкнулись с ложным сообщением об акте террористической угрозы во второй школе имени Пушкина. Да, 3 марта в Гудауте. Не единственный случай, это периодически то есть это рецидив происходит. Получается. 3 марта в Гудауте детей вообще принуждали спрыгнуть с крыши высотного дома. То есть это периодически, да, случается, и здесь нету никакого фейка. Опасность онлайн-игр действительно присутствует. Алиса, вы послушали сейчас Екатерину Ляховецкую, в вашей практике часто люди приходят, родители с такими проблемами. Вы сталкивались с такими случаями? Знаете, Нала, самое интересное, родители обращаются по многим вопросам. Если говорить, когда мы говорим обращаются родители, я бы хотела еще разграничить, дать определение возрастной градации, да.
и который я не услышала тоже от юриста Екатерины. Мне интересно на самом деле знать, вот как психолога тоже, какие регионы, именно какая возрастная градация, это касательно подростков, сталкиваются чаще с этим. Честно говоря, чаще ставят подростковые вопросы касательно межличностного конфликта, касательно детско-родительских отношений, касательно раздражительности, апатии, обращаются с такими проблемами. Но когда начинаешь работать с подростком, с семьей, а ребенок в разрезе от семьи не идет, то понятно, что за этим кроются и другие, конечно, причины более глубинные. И, конечно, понемногу мы проходим к интернет-зависимости, скажем, от соцсетей, от игр и так далее. Тут тоже нам нужны ограничения. Я бы не сказала, что по этому поводу, лично ко мне, вот вопрос ко мне адресован, что обращаются много родителей. Да, есть обращения, но если говорить по количеству, допустим, в течение с 2023 года по 2024 год, это 1-2 ребенка. Возможно, многие родители не обращаются по этому поводу. Вопрос в этом. К сожалению, я думаю, на сегодняшний день у нас нет собранной статистики. Смотрите, да, говорите. Собранной статистики, вот какая целевая группа, какая стратегия и какое анкетирование проводилось, это все имеет значение, чтобы мы имели информацию. Среди какой возрастную градацию какие берем, какой процент вообще населения от 6 до 18 лет у нас по всей Абхазии. Да, я думаю, 18-20% составляет это население. Об этом больше будут знать социальные сотрудники, стат-отдел, который этим занимается. И среди этого, если выяснить, то какой процент вовлечены в эту группу. На самом деле очень важную проблему поднимать, потому что как бы этот гаджет, это техническая новинка получается. Оно должно помогать человеку, но, к сожалению, получается парадокс, что оно вызывает зависимость. Да? Что такое зависимость от гаджетов, скажем? Это неконтролируемое использование, да? Вообще в интернет-пространстве, в таком большом информационном пространстве, которое влияет негативно на здоровье человека, как на физическое, так и на психическое. Да? Вот нас больше интересует как и психическое, так и физическое состояние ребенка. Понимаете, самое интересное, мы говорим о детях, но я бы хотела отметить, что, скажем так, что касается детей, то для них гаджеты на сегодняшний день это реальность. Это естественная среда, это реальность, в которой они растут и формируются. Да, понимаете? Мы сами им этот пример показываем, но мне бы не хотелось говорить только вот в негативном ключе. Это возможности, это современный мир, от которого мы никуда не денемся. Другое дело, как использовать эти возможности. Я к этому иду, понимаете? Это касательно детей, что это реальность, это естественная среда, говоря, как возникает зависимость. Да, мы бы, наверное, лучше бы поговорили взрослые, как возникает зависимость. Если мы будем знать, как оно возникает, по каким причинам, да, вот из ряда, если мы знали, мы бы, наверное, лучше помогли бы своим детям, чтобы они не попадали в такие ситуации. Неудивительно, что на сегодняшний день и планшеты, и смартфоны, и телефоны, умные браслеты, много чего, они прочно вошли в нашу взрослую жизнь. Мы самые взрослые испытываем, я думаю, мягко говоря, дискомфорт, когда забываем телефон дома или что-то еще, да? Вы знаете... это речь идет о взрослых, которые имеют волю и мотивацию, да, взрослых, которые еще, скажем так, мы помним до гаджетовый мир. А что говорит уже о современных детях, да? Проблема зависимости, вот сталкиваются все-таки родители, это пугает их, это понятно, да, вот терминология самой зависимости, я думаю, пугает, и как определить. Но вот тут я извиняюсь, Екатерина, тут нужно разграничивать опасные онлайн-игры и вообще зависимость, интернет-зависимость. Я вот это мы имеем в виду. Это мы имеем в виду, о чем мы говорим. Если мы говорим о интернет вообще зависимости, социальной зависимости, я думаю, тут чаще мы сталкиваемся именно с межличностными такими проблемами, понимаете? Что касается детей, если мы говорим, это вот зависимость получается, если это онлайн-игры, я думаю, в большинстве случаев имеют
быть место Давайте имеет. я вот сейчас как разграничу по порядку, вот попытаюсь ответить на ваши вопросы. Первое, возрастная категория детей. Нами зафиксирован вот возраст от 13 до 16 лет. В большинстве случаев это 14-15, вот в основном. Следующее, я считаю, что мы все-таки больше, да, вы правы, нужно разграничивать зависимость от гаджетов и опасные онлайн-ресурсы, потому что зависимость от гаджетов, она, ну да, естественно, она может снижать качество твоей жизни, качество успеваемости в школе, но она не, Смертельные угрозы. да, нет. А опасные онлайн-игры — это побуждение к действию, то есть ребенок, который смотрит, допустим, какой-то видеоролик в той же социальной сети TikTok или лайки, или он следует опасным челленджам в социальных данных сетях, то есть он побуждает себя совершить какое-то общественное опасное действие, не только, которое причинит последствия не только ему физическому или психическому здоровью, но и, может быть, общественной безопасности. В то же время, вот сейчас опять возвращаюсь к случаю во второй школе. То есть вот действительно нужно этот момент четко разграничивать, и действия нашего аппарата больше направлены не на, как это сказать, Не на самих детей вы имеете в виду? Нет, естественно, на детей, именно направлены на ограничение, недопущение детей вовлечения в опасные онлайн-ресурсы. То есть мы, естественно, говорим о том, что надо как можно меньше проводить времени в гаджетах, но без этого просто представить современный мир невозможно. И главная наша задача — донести то, чтобы ребенок не был вовлечен в опасные онлайн-ресурсы. Как он может это сделать, что ему может способствовать? Это, естественно, какая-то нестабильная семейная обстановка, бытовая обстановка, это какие-то буллинг в школе, это ненависть к себе и другие психологические факторы, которые толкают иногда ребенка совершить что-то плохое с собой, и это ужасно и не должно быть в нашем обществе. Поэтому мы очень активно мониторим данную ситуацию, и вот после того, что вот сейчас «Синий кит», можно сказать, поменял свою форму и перебрался в челленджи в ТикТоке и в социальные сети «Лайки», мы направили официальное обращение в СГБ и в МВД Республики Абхазия с целью, чтобы они использовали свой инструментарий для предотвращения распространения данных ресурсов среди наших детей. В настоящее время мы ждем ответное обращение от данных структур. Мы продолжим читать классные часы в школе, направленные на недопущение вовлечения детей в эти ресурсы. Также в феврале мы при поддержке Министерства просвещения Республики Абхазия и МВД Республики Абхазия сделали совершенно новый классный час, который направлен именно на объяснение ребенку, что такое правонарушение, проступок и ответственность. Потому что ребенок должен понимать, что за любое действие будет последствия не только от его родителей и семьи, но и от государства в целом. Мы хотим донести до детей мысль, что он должен быть правопослушным и контролировать какой контент, грубо говоря, он смотрит, и то, что ему нравится или не нравится. Контент, который они сами иногда тоже выпускают. Но какова роль учителей вообще в школах? Огромная. Понятно, семья, это естественно. А вот в школах есть ли какие-то задачи, которые вот вы вместе обсуждаете, да, которые они должны замечать? Роль учителей просто огромная, потому что именно в школе может происходить буллинг в отношении детей. Учитель, особенности классный руководитель, должен выявлять эти ситуации и как-то их предотвращать. Каждый раз, когда мы посещаем школу, мы передаем классному руководству
и школьному руководству все вот эти разработанные материалы по «Синему киту» и по кибербезопасности в том числе. Мы разговариваем не только с детьми, но и с учителями, чтобы они были бдительны. И если они видят, что какой-то ребенок, допустим, ни с того ни с сего стал плохо выглядеть или его успеваемость резко упала, возможно, стоит у него спросить, все ли в порядке. И главное, надо поинтересоваться, все ли в порядке в семье у этого ребенка, какие взаимоотношения. Алиса, согласитесь, что все эти проблемы, они чаще всего исходят из семьи, из-за того, что, как кажется, иногда ребенку вот какое-то отсутствие понимания со стороны взрослых, подростковый сложный возраст, и потом дети, чаще всего родители не знают до конца своих детей, они в школе другие роли играют, они по-другому себя ведут и дома, и в школе. Вот это проблема. Я с вами согласна. Алиса, вот как... Я вас внимательно слушала, Нала, Екатерина. Смотрите, вот хорошо, что мы разограничили, потому что беседа надолго бы затянулась. Вот мы пришли к такому выводу основному и опасному на сегодняшний день. Это знакомство в интернете, знакомство с опасными людьми, назовем так. В интернете для ребенка высокая вероятность столкнуться с психически нездоровыми людьми, которые могут подвести его к каким-либо опасным мыслям и действиям. Причинно-следственная связь в силу возраста ребенка, в силу его эмоционального интеллекта, в силу его волевой сферы, эмоциональной сферы не всегда стабильны. И вот мы плавно переходим от предпосылков, от развития зависимости. Что делает не так? Давайте в первую очередь зададим вопрос родителям. Себе, как родители, тоже задают этот вопрос. Потому что в ближайшее окружение, где ребенок зачастую растет, с чем он больше, с кем он больше сталкивается, кого он больше слушает, если мы говорим от 3 лет до 7, до 11 лет, это родители. В подростковом возрасте, конечно, значение для них имеют уже друзья, ровесники, либо кумиры, кто-то другой. Иногда, скажем так, нас зачастую родители устраивают то, что ребенок сидит в планшете либо телефоне. Бывают ситуации, когда родителям проще дать в руки ребенку гаджет, чем развлекать его самостоятельно. И эта ситуация же повторяется не раз, и получается ребенок что считывает? Он считывает информацию, что виртуальная жизнь важнее реальной. И, к сожалению, то, что дает виртуальная жизнь, игра онлайн, графика в играх, наверное, вы все видели, какие интересные, как картинки быстро сменяются, какие они яркие, как они быстро все меняются, ему все предполагается, ему даже не надо напрягать себя, чтобы получить какую-либо информацию. Это, так скажем, почему зависимость возникает? Потому что это короткий дофамин. Понимаете, это короткий дофамин, и над этим работают большие команды, и психологов в том числе. И поэтому провоцируют, понимаете, давайте разберемся в этом, какие мы ошибки допускаем изначально, чтобы тем самым что провоцирует ребенка. Вот провоцирует, я считаю, это отсутствие разнообразного досуга. Алиса, немного времени у нас остается, буквально 2-3 минутки. Школа до урок, то, естественно, то гаджет для него, извините, планшет служит прекрасным подспорьем для того, чтобы он мог отвлечься. Отсутствие общения родителей. Вот собственный пример, который мы показываем родителям. Иногда нам кажется, что запрет это лучше, но запрет это нет. И поэтому как распознать, если мы говорим у ребенка, то это что значит? Ребенок зависим от гаджетов. Он легко впадает, ребенок, когда снимаешь гаджет в истерике, у ребенка резко пропадает настроение, резко ухудшается настроение, можно сказать, раздражительность, ребенок готов на капризы, истерики, торговаться, выпрашивать, этот гаджет. После использования телефона ему трудно, переключиться на другой вид деятельности. Падает учебная деятельность, мотивация, это все признаки. Мы же сейчас говорили именно за опасные онлайн-игры, а не за зависимость именно. Мы и ту тему, в общем-то... Онлайн-игра ведет к зависимости. То, что я вам говорю, идет подмена виртуальной реальности и реальности вообще.
Мгм. Коротко, Однако и следует если понимать, говорить, что мы можем тогда сделать? Вот вы говорите, что как помочь родители большую ребенку. роль играют. Вот коротко, прямо если говорить, то как нам конкурировать родителям вот со всем Это этим? поиск альтернатив, заменить гаджеты на что-то интересное. Да, это сложно, но это можно. Обратить внимание на интересы ребенка. Еще Вот узнать его хобби, оценить. Временные рамки, обязательно вот эти временные рамки, Еще они все равно очень работают. необходима вещь, связанная с тем, Родительский что контроль. ребенку нужно обязательно рассказывать, что и как устроено в Опасность. интернете, какие последствия могут быть, если он перейдет по какой-то ссылке, развивать в него грамотность обращения в интернете, то есть очень важно. И обязательно интересоваться, как вы, в принципе, уже сказали, что его интересует и что ему нравится, и какие хобби у него есть. Ну, давайте плавно перейду, вы просто меня не дали Ну, как-то договорить. Алиса, мы обязательно к этой теме вернемся. Просто эфирное Вот время, к ссылочки, сожалению, да, не в позволяет интернет-пространстве. нам. Да. Вот о приложении на самом деле безопасное пользование интернетом, создать эту платформу, я считаю, это будет очень полезно для Спасибо. родителей, для ребенка. Спасибо, Алиса. Обязательно еще раз к этой теме вернемся. Спасибо, что были с Спасибо. нами на связи. Екатерина, спасибо, что Да, были в всего студии. Я Вам напомню, спасибо. об опасных онлайн-играх и интернет-зависимости говорили с юристом аппарата уполномоченного по правам ребенка Екатериной Ляховецкой и психологом Алисой Хорава.